Здравствуйте, на ТНВ новости Татарстана, в студии Лисан Сабирова, и коротко о главных событиях этого дня. Успенский собор и монастырь Свияжска внесли в список ЮНЕСКО. Что новый статус значит для острова, знает Александра Севастьянова. Дело в цифре. Ее основные направления обсуждались на этой неделе на Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Почему будущее за умным производством? Сын Напрома Рамиль Шайдулин. Казань после дождливых будней и выходных. У нас тут сколько номеров собрали от машины. Как коммунальщики справлялись с непогодой. С репортажем под дождем Альбина Минибаева. Шелковый путь по бездорожью. Грязь, не совсем наши колеса рассчитаны под такие условия. Как Татарстан провожает экипажи на большие гонки. Увидел Нияз Рахман. Большая победа, которую сегодня празднуют все. Так прокомментировал включение Успенского собора и монастыря острова Града Свияжска ответственный секретарь комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. Все страны поддержали эту инициативу на сессии комитета ЮНЕСКО, которая прошла в польском Кракове. Что новый статус даст острову и республике в целом, знает Александра Севастьянова. Традиционным ударом молоточка председатель заседания объявил: Успенский собор и монастырь теперь в списке ЮНЕСКО. Событие значимое для всей республики. На острове безумно интересно, поэтому я приехала сюда второй раз. То есть одним разом не ограничиться. И каждый раз открываешь его по-новому снова, и каждые уголочки, они очень интересны. Архитектурно, а внутри какое убранство, какие иконы, все вот это действительно достойно, нужно это, чтобы можно было так все посмотреть и посетить. Может, еще будет лучше. Успенский собор на Островграде возвели из камня в стиле псковско-новгородских храмов. Благодаря своей особенности он по заслугам признан шедевром русского зодчества XVI века. Строительство Успенского собора началось в 1556 году. За работу взялись псковские мастера. Построили за 4 года. И до сих пор архитектурный облик собора поражает своей красотой и величием. Собор входит в ансамбль Успенского монастыря. На территории собора находится единственная в мире сохранившаяся фреска святого Христофора, где он изображен с лошадиной головой. Кроме того, в интерьере сохранился полный цикл настенной фресковой росписи второй половины XVI – начала XVII веков, площадью более 1000 квадратных метров. Сейчас в соборе проходит масштабная реставрация. Этот туристический поток будет увеличиваться. Сейчас Свияжский и так поток уже такой значительный, что вопрос стоянки, вопрос как разведения групп возникает. По водному пути очень много. Но так что у него еще дополнительно появляются стимулы в этой части. В среднем Татарстан ежегодно посещают 3 миллиона туристов. В прогнозах рост показателей. Новый статус укрепил положение Свияжска и сделал его еще привлекательнее для турагентств всего мира. Александр Севастьянов, Марат Зайдулин, ТНВ, Свияжск. Успенский монастырь стал 29-м российским и 3-м татарстанским объектом, включенным в список ЮНЕСКО. В 2000 году такой статус получил Казанский Кремль, а в 2014-м в список наследия вошел Болгарский исламский историко-археологический комплекс. Премьеру отменили. В Москве почитатели таланта Рудольфа Нуриева в печали. Анонсируемый полгода спектакль в Большом театре не состоится. Зрители сдают билеты, а в интернете бурно обсуждают ситуацию. Есть мнение, что мировую премьеру спектакля о летающем татарине отменили из-за состава творческой группы. У администрации Большого театра своя версия. О ситуации наш собственный корреспондент в Москве Дина Газалиева. На афишах Большого театра до сих пор анонсируется премьера спектакля «Рудольф Нуриев». А уже на дверях главного театра страны висит объявление о том, что премьера отменяется, и зрителям в этот день предлагают посмотреть «Дон Кихота». В кассах театра сразу наметилось оживление. Люди, купившие билеты на мировую премьеру за 1000 рублей, не хотят идти смотреть что-либо другое. С одной из таких зрительниц, Еленой, мы идем в кассу театра узнать, можно ли сдать билеты. Ну, давайте сделаем возврат, потому что они вообще не знают, что делать. Позже ситуация проясняется, деньги возвращаются к Елене. Те, кто в очереди, также не испытывают проблем, но в минусе, ведь приобретали билеты с наценкой в Чикетленде. От этого настроение у тех, кто буквально завтра рассчитывал увидеть мировую премьеру спектакля о Рудольфе Нуриеве, еще хуже. Чтобы узнать причины неожиданного решения, сегодня в Большом театре собрались десятки телекамер и печатных СМИ. Журналисты создали даже импровизированный портер для тех, кому не хватило места, чтобы стоять.
Да, такой интерес, пожалуй. Спектакль о Рудольфе Нуриеве, талантливом танцоре со сложной судьбой, анонсировался в прессе еще полгода назад. За сценарий отвечал Кирилл Серебренников, худруководитель Google-центра. Еще на прошлой неделе шли прогоны спектакля. И вот премьеру отменили. Версия из-за недостаточной подготовки. Такое количество людей, как хор, миманс, там очень много слов, текста, артисты драматические заняты. Это можно делать в репетиционном помещении, но развести это по-настоящему, по сцене, в реальных декорациях и так далее, это совсем другая работа. Между тем, как это сейчас обычно и бывает, интернет-сообщество обсуждает другую версию, связанную с отменой спектакля о летающем татарине. Есть мнение, что мировая премьера не состоится из-за следственных действий в отношении бывших коллег Серебренникова по 7-й студии, которую он основал. Сам режиссер, по словам гендиректора Большого, был приглашен сегодня на пресс-конференцию, но не пришел, а потому без его участия администрация театра объявила, что премьера спектакля все же состоится, но в будущем мае, в год 80-летия со дня рождения Рудольфа Нуриева. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Без прошлого нет будущего. Центром инновационных промышленных разработок в эти дни стал Екатеринбург, где проходит ежегодный форум «Иннопром». Только стран-участниц в этом году заявилось 95. Особое место на выставке стенду Татарстана. Беспилотник от КАМАЗа оценил и Владимир Путин. Почему перед обсуждением умного настоящего и будущего Рустам Минниханов погрузился в раритетное прошлое? Рамиль Шайдуллин. Пройти мимо этого стенда Владимир Путин не мог. КАМАЗ, которому не нужен водитель, управляется искусственным интеллектом. Именно умное производство – главная тема наступившего Иннопрома. Видение промышленности будущего на стендах представили 17 стран мира. Россия выступает за новую модель цифровой экономики. Ее основные направления обсуждались на этой неделе на Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам. И, как вы знаете, вот только что был на крупное международное мероприятие в Гамбурге, в Германии, на 20-ке. Одно из самых главных мест в обсуждении была именно инновация и продвижение цифровых технологий. О том, что будущее за цифрой, не понаслышке знает Татарстан. За неделю до выставки представлена новая криптовалюта, чуть раньше первый в России блокчейн-митап. Но на Иннопроме стенд посвящен нефтепереработке и энергетике, машина- и авиастроению, настоящему промышленности. Это производство... Это Америка? Образцы техники из России и Америки, мелкосерийные москвичи и представительские чайки, бронетехника и самолеты. Все это в километрах от Иннопрома в музее «Боевая слава Урала». То, без чего не было бы мира, пригодного для цивилизованных рыночных отношений, сегодня вызывает только почтение. Рамиль Шайдуллин, ТНВ, Свердловская область. Шелковый путь через Татарстан. Десятки экипажей, лучшие пилоты, самые опытные штурманы отправились покорять многотысячные километры бездорожья России, Казахстана и Китая. В эти выходные легендарные экипажи увидели жители республики. В селе Шали стартовал второй спецучасток Шелкового пути. На что жалуются гонщики и как погода вносит свои коррективы Нияз Рахман. За плечами пилотов ралли «Шелковый путь» более 700 километров. Первый этап завершился в Чебоксарах. Впереди Татарстан. Первым в республику въехал знаменитый гонщик Себастьян Лёб команды «Пежо-Спорт». Через площадь Тысячелетия участники отправились в Шали. Именно здесь старт второго спецучастка. Длина этого маршрута 157 километров и финиш в Мамадышском районе. Под пристальным вниманием у болельщиков, конечно же, экипаж команды «КамАЗ-Мастер». На первом этапе наши гонщики не среди лидеров. По словам самих ребят, для КамАЗов это сложные участки. Колеса рассчитаны под такие условия, больше все-таки под жесткие грунта. Но тем не менее, все в равных условиях, борьба идет справедливая. В этом году в классе грузовиков, кроме наших главных гонщик, команда Ивека известный голландский пилот Жерар де Рой. По словам спортсмена, «Шелковый путь» — это отличная возможность проверить свои возможности. И для нас, и для КамАЗа, и для Татры это отличная возможность проверить себя и свои машины перед Дакаром. И мы очень рады, что принимаем участие. Готовы дать бой нашим КамАЗам и представители МАЗа. Будем бороться, особо ничего интересного не приготовили. Будем стараться не ломаться и доезжать всегда до финиша. Трассу для второго этапа в селе Шали готовили не один месяц, и результат себя оправдал. Постарались подготовить трассу, постарались подготовить гонку именно такой по-настоящему спортивной.
Вот, мы, конечно, говорим о нашем гостеприимстве, но самое важное, что именно сама трасса должна быть интересной, по-настоящему интересной для самих пилотов. Финишировали экипажи в Мамадышском районе, и дальше ралли-рейд продолжается по территории Башкортостана, потом степи Казахстана и Китай. Пока же на третьем этапе лучшее время в категории грузовиков у МАЗ Спорт Авто. На минуту произошло время Антона Шибалова из команды КамАЗ-Мастер. 3 и 4 места пока удерживают Айрат Мардеев и Дмитрий Сотников. Нияз Рахман, Данил Филатов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. За 7 дней больше месячной нормы осадков, ливень и порывистый ветер заставили понервничать коммунальщиков. Итоги непогоды: поваленные деревья, подтопленные улицы, проспекты столицы и пригорода Казани. Все выходные сотрудники коммунального хозяйства устраняли последствия непогоды. Альбина Минибаева узнала, где еще вода не ушла, а деревья до сих пор не распилены. Корни, они были вот так приподняты, вот так даже. Нашествие стихии у казанцев в памяти, а последствия до сих пор перед глазами. Это дерево переворошило весь двор на улице Побежимова в ночь на четверг. Захватило и электропровода. Ладно, никого не было, если бы кто-то был. Здесь машины настояли. Более 80 деревьев были повалены в одном только Кировском районе. Всего по Казани больше 100. До десятка поврежденных автомобилей. Выходные ушли на устранение последствий непогоды, но коммунальщикам до сих пор не стало легче. Промокшие ноги, о прическе уже говорить нет смысла. Проливной дождь мешает работать не только коммунальщикам, но и нам, журналистам. Местами вода уже не успевает уходить. Но это, конечно же, поваленные ветрами, ураганом деревья. В некоторых местах и частях города они до сих пор еще есть. Кратковременная передышка от дождя не спасает. Местами лужи не успевают высыхать, а коммунальщики, видимо, откачивать воду. Водители по привычке не едут, а плывут. Плывем. Не первый раз уже, это на протяжении где-то месяца. Был сильный дождь, вот такое же болото. Все. Я говорю, у нас тут сколько номеров собрали. Плыли и на проспекте Победы. В исполкоме уверяют, что крупных подтоплений за эти дни удалось избежать. Для капитального ремонта условия тоже неблагоприятные. Замена кровли в 22 домах приостановлены. В управлении ЖКХ предупредили, во время капремонта вода все же может просочиться в квартиры. В этом случае жителям необходимо незамедлительно обратиться в управляющую организацию, актировать причиненный ущерб, если он есть. И на основании акта осмотра подрядная организация будет возмещать ущерб жителям. Ливни и порывистый ветер сорвали также показ фильмов и проведение культурной среды в парках и скверах Казани. Корректив вносим, если вот на каких-то площадках идет дождь, то мы переносим их в ДК непосредственно. Но дождь исполкома все же помогает сэкономить. Бюджет денег, который обычно тратится на полив деревьев и растений, пока остается нетронутым. Альбина Минибаева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и далее в выпуске. Об отточенной отчетности и неясности с договором о разграничении полномочий. Мне хочется надеяться, этот документ в каком-то виде будет доработан или пролонгирован. Что в Госсовете рассказали о прошлом и будущем, выслушал Дмитрий Аринин. От небесных высот до водных глубин. Большой семьей Батровых сказочно отдохнула Лина Зинатуллина. В Госсовете Татарстана сегодня высказали надежду, что договор о разграничении полномочий в том или ином виде будет пролонгирован. Об этом заявил зампредседателя республиканского парламента Юрий Камалтынов. Он подвел итоги работы фракции «Единая Россия» в этом полугодии и по некоторым вопросам заглянул в будущее. Что ждет нарушителей закона о двуязычии, узнал Дмитрий Аринин. Живем, трудимся, активничаем. Это в 3 словах, чем единороссы Госсовета занимались в этом году. Так как представители этой партии составляют абсолютное большинство депутатов, то деятельность фракции «Единой России» практически неразделима с работой всего парламента. В этот созыв, как говорят, подобралась особенно профессиональная команда. Все такие серьезные личности. Настолько вот процесс выстроен, что депутаты четко разбирают как говорится, до последнего винтика все законопроекты, которые вносятся на рассмотрение. Один из предстоящих резонансных законов, кому и где нужно привинчивать вывески на 2 государственных языках республики, и как невыполнение этого будет караться. Поскольку это вопрос, он принципиальный, и выполняться он будет, я думаю, что, наверное, все-таки не сразу начнут с административного какого-то воздействия, а
Скорее всего, это будут какие-то каникулы определенные с точки зрения, что людям надо подготовиться. Еще один вопрос, который должен разрешиться уже в ближайшее время. Будет ли подписан новый договор о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром? Срок действия нынешнего документа истекает 24 июля. Тут есть чисто правовой аспект и есть чисто политический. С правовой точки зрения мы подписали соглашение о том, что Татарстан является объединенным с Российской Федерацией государством. Отсутствие пролонгации договора, конечно, создает какую-то определенную правовую коллизию. Наличие договора – это подтверждение, может быть, скажем так, для большой части населения Республики Татарстан уверенности, что мы двигаемся в правильном направлении и что нас понимает, нас слышит, нас поддерживает. В том числе и на уровне Российской Федерации. Мне хочется надеяться, этот документ в каком-то виде будет доработан ли, пролонгирован ли. То есть дальнейшее развитие должно быть. В повестке дня завтрашней сессии Госсовета этого вопроса нет, но, возможно, он станет темой обсуждения. Добавим, что предстоящее заседание у депутатов станет последним перед летними каникулами. Дмитрий Аринов, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань. Сегодня лидер татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов поздравил игроков команды КПРФ «Казань». Футболисты поднялись на второе место во всероссийском турнире по мини-футболу среди региональных отделений партии. Спорт, по словам Хафиза Миргалимова, это главный инструмент поддержки здоровья. Немецкое качество на российском поле. На Всероссийском дне поля современную сельскохозяйственную технику показала компания «Клаас». В чем репутационное преимущество машин немецкого концерна? Далее в репортаже. Водитель такой машины легко справляется с ее управлением. Для этого в тракторе Xerio многофункциональный джойстик, а для контроля текущих процессов достаточно одного взгляда на дисплей цветного монитора Cebis. А еще простым нажатием на кнопку кабину трактора Xerio можно повернуть на 180 градусов меньше, чем за 30 секунд. С поворотной кабиной все поле как на ладони. Ни разу не слышал, что где-то серьезные какие-то поломки, даже если они случаются по первому требованию, приезжают в любое время дня и ночи. Сервис Клааса в Татарстане – забота дилера Проминтел Агро. Татарстанская компания гарантирует сервис 7 на 7 или круглосуточно, независимо от дня недели. Обеспечивать клиентов высоким уровнем сервиса в максимально сжатые сроки – одна из основных задач, которые ставит компания Клаас перед собой и своими дилерами в регионах. Более 1000 машин в Татарстане, более 500 комбайнов, порядка 200 ягуаров, тракторов более 100. Практически во всех районах представлена наша техника. Представлена в Татарстане, произведена в России. Более 10 лет часть линейки продукции Клаас производится в Краснодаре, через партнеров поставляясь во все уголки страны. Мы сегодняшний день тоже получили подтверждение участия в программе 1432. И тоже в программе «Росагролизинг». Таким образом, комбайны Тукана благодаря программе субсидирования доступны российским аграриям с субсидией 15-20% и гибкими условиями федерального лизинга через АО «Росагролизинг». Журналистский выпускной сегодня Казанский федеральный университет в юбилейный в 50-й раз выпустил «Акул пера». За полвека школа журналистики несколько раз меняла название. Было и отделением, и факультетом. Сегодня выпускной у высшей школы. О том, как напутствовали мэтры журналистики новоиспеченных коллег, мы расскажем в новостях в 21:30. Не иначе, как в гостях у сказки. Выходной с ТНВ на этой неделе провела большая семья Батровых из Кукмара. Рима и Вячеслав познакомились на дискотеке в местном доме культуры. Вот уже вместе 20 лет. Оба работают на войлочном комбинате и воспитывают 9 детей. Вся семья увлекается спортом. Зимой лыжи, кто-то занимается самбо, кто-то занимает призовые места в боксе. Дочь Виктория вполне успешна в карате. Но с нашим телеканалом Батровы покоряли водные глубины и небесные высоты. О незабываемых впечатлениях Лена Зинатуллина. Семья начинается с любви, а хороший отдых с хорошего настроения. За ним мы приехали в Кукмар. Знакомьтесь, семья Батровых. Большая семья. Мама, папа и 6 ребятишек. И это еще не все. 3 успели проводить во взрослую жизнь. А с остальными мы едем в Казань отдыхать с ТНВ. Как и положено в сказках, друзьями нам станут звери и птицы. Мы в зоопарке. Пошли смотреть.
рождения очень много, прямо одними словами не скажешь. Спасибо большое ТНВ. Сами выбраться вряд ли мы смогли бы. Я хочу покататься. В сказках все желания исполняются. С ТНВ тоже. Подкрепились мороженым и вперед кататься. Пусть не на ковре-самолете, но все же в небо. С колеса обозрения Казань как на ладони. Наш сказочный выходной продолжит заплыв в аквапарк. С высоты на глубину. Два часа как один миг. Впервые здесь и сразу все вместе. Эмоции не сдержать. Вау! Классно! Это был такой крутой день, мы никогда так не веселились. Спасибо! И даже это еще не все. ТНВ и мобильный оператор Теле2 дарит вам вот этот функциональный смартфон. Спасибо. Примите, пожалуйста, от нас. Спасибо. Вообще здорово было. Я так рада из-за детей. Наверное, будем целый год говорить об этом. Я так рад за этот сегодняшний день. Насыщенному дню вкусное завершение. Сказочный выходной с ТНВ большая семья Батровых запомнит надолго и вернется домой с подарками и массой впечатлений. Вот и сказочки конец. А кто смотрел, молодец. Лина Зинатульна, Марат Сидгараев, ТНВ, Казань, Кукмарский район. У нашего семейного проекта надежные партнеры. Федеральный мобильный оператор Теле2 помогает запечатлеть самые яркие моменты отдыха и всегда быть на связи с родными. Вечерний эфир ТНВ продолжит программу «Вызов 112». Не переключайтесь. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 пятерки 3 единицы. Всей семьей на бранче в Корстон. Развлечения, аттракционы, мастер-классы, шведский стол. Любимые напитки приносите с собой. Каждую субботу и воскресенье встречаемся в Корстон. Подробности 279 30 79. Бранч, поздний завтрак, 0+. 18-й республиканский фестиваль кряшинской культуры Петрау приглашает вас за незабываемыми эмоциями. Самые популярные артисты, народные гуляния, конкурсы, подарки, батыры и красавицы в селе Зюри Мамадышского района. Ждем вас 14 июля в 17 часов. В Республике Татарстан дан старт 5-му ежегодному телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Уважаемые абитуриенты, Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. Уважаемые абитуриенты, Российский исламский институт объявляет набор по следующим направлениям: теология, лингвистика, экономика, журналистика. Весь июль Мебельград возвращает деньги за покупку до 100% от чека. Маршрут Казань-Лениногорск на комфортабельном микроавтобусе. Стоимость проезда 250 рублей. Телефон 8 986 912 9202. Только до конца июля. Лада Гранта с выгодой до 60 тысяч рублей. Автомобили в наличии. Успей купить выгодно. Автоцентр «Парус». Двое мужчин в доме, а гвоздь прибить некому. Наносим отметку карандашом. Берем молоток и забиваем. Все понял? Научил? Да. С таким помощником мы тебе беседку на даче в 2 счета построим. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. На нашем канале новый проект. В объективе ТНВ «Большая семья». Смотрите их ежедневно в наших программах. Благополучие и в испытаниях, трудностях и в радости. И узнаете секрет счастья в большинстве.
Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиатов. Регбистки сборной России выиграли этап чемпионата Европы в Казани. В финале серии Гран-при российская команда обыграла сборную Англии. Матч на центральном стадионе завершился с разгромным счетом 25-0 в пользу хозяек турнира. В Казань для участия в соревнованиях прибыло более 180 спортсменов из 12 стран Европы. Напомним, что международный турнир наш город принимает в 3-й раз. Впервые этап Гран-при в столице Татарстана состоялся в 2015 году на стадионе Тулпар. Следующие этапы чемпионата Европы прошли на центральном стадионе. На церемонии награждения принял участие руководитель Федеральной антимонопольной службы, председатель попечительского совета Федерации регби России Игорь Артемьев, а также премьер-министр республики Алексей Песошин. К другим темам. В рамках третьих пляжных игр в столице стартовал чемпионат России по тайскому боксу. Около 100 спортсменов поведут борьбу за путевку на чемпионат Европы, который пройдет в октябре в столице Франции. Для проведения турнира по тайскому боксу, пожалуй, выбрали самую лучшую площадку. Слева набережная, справа Кремль. Однако все внимание болельщиков на ринге. Судя по ударам, сложно поверить, что сражаются хрупкие девушки. Нашу республику представляет всего один спортсмен, Эдуард Шигин. Готовился к турниру здесь, в Казани. Условия позволяют не выезжать за пределы Татарстана. Спарринг-партнеров также достаточно. Помешать бойцам может только погода. Тайский бокс все-таки летний вид спорта. Однако спортсмены готовы к любым испытаниям. Турнир завершится в конце недели. Победители сформируют окончательный состав на чемпионат Европы в Париже. Арена на улице – это очень необычно, но я выступала еще в Таиланде. Там, конечно, всегда арена на улице практически. Вот, поэтому здорово будет. Интересно, конечно, но погодные условия не совсем подходящие для того, чтобы на улице биться, мне кажется. Разминочной зоны мало, как-то места. А так в целом хорошо, думаю, погода нормализуется в будущие дни и нормально будет все. Хоккейный клуб «Акбарс» продолжает пополнять состав. Клуб заключил контракт с 26-летним шведским нападающим Антоном Ландером. Соглашение сторон рассчитано на 2 года. Последние 6 сезонов форвард выступал за клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерс». За барсов новичок будет выступать под 58-м номером. Шведский легионер начинал играть в местном клубе «Тимре». За свою карьеру выступал в таких командах, как Оклахома Сити Баронс, Бейкерфилд Кондорс и Эдмонтон Ойлерс. Ландер является бронзовым призером чемпионата мира среди молодежи. Пожелаем нашему новичку успехов в команде. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска — изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Настало время низких цен. Задумались о новой кухне? Хотите быстро, качественно и недорого? Звоните в «Данил Мастер». Закажите кухню сейчас и получите сушилку и мойку в подарок. Доставка и установка бесплатная. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Предстоящие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке Татарстана пройдут дожди. Ночью будет до 9 градусов тепла, днем же до плюс 19. На северо-востоке переменная облачность, дождь. Ночью плюс 10, днем же до плюс 21 градуса. На севере республики ночью преимущественно без осадков и плюс 9 градусов. Днем же пройдет дождь, местами сильный. Температура воздуха составит плюс 21 градус. На северо-западе облачно с прояснениями, местами дожди. Ночью плюс 9, днем плюс 22 градуса. На юго-западе пройдут дожди. Ночью температура воздуха составит плюс 10 градусов, днем же будет до плюс 19. И в центральном районе республики не обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, днем же будет до плюс 21. В последующие сутки температуры начнут повышаться, осадки будут маловероятны. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарной и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, хлебной формы. Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением от 45 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. ЖК «Приволжский» – качество по разумной цене. Телефон 561 08 81. Жилой комплекс «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра. Цена от 45 тысяч рублей за квадратный метр. Чистый воздух и прекрасный вид на Волгу.
предстоящие сутки в Казани ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Ночью будет до 11 градусов тепла, днем уже до плюс 22. Ветер северный слабый. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 73%. В первой половине дня ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.